и случилось во время нашего проекта. Во время нашего проекта было сделано 3 мировых открытия в сфере палеонтологии. Но дело в том, что мы не снимали чисто научно-популярное кино, мы снимали креативную документалистику. То есть мы попробовали смешать научно-популярный жанр и рассказ о мифах, о Баланхо, поэтому появилась такая тесная связь – драконы и динозавры. Конечно, я хочу поблагодарить моих якутских коллег, вместе с которыми мы делали эту программу. Это и Фонд развития культуры Якутии, и Министерство внешних связей Якутии, которое поддержало этот проект, и другие замечательные средства массовой информации Якутии. Конечно же, Музей музыки и фольклора народов Якутии, которые организовали программу, предоставили специалистов, которые являются знатоками эпоса Аланхо. Да, то есть они были главными консультантами, когда я создавала фильм. И, конечно, они сейчас расскажут об Аланхо и о персонажах, главных персонажах эпоса. Интересно, ведь проект проходит в 8 регионах России и в Казахстане. Как родился этот проект, как он получился таким межрегиональным и разносторонним? Этот проект был успешно представлен в 2020 году и посетил много международных фестивалей и российских фестивалей. И на одном из них у меня завязался диалог с коллегами из разных регионов, которые сказали: ну на минуточку, вы все говорите об якутских драконах, но у нас тоже есть драконы, и мы бы хотели их тоже показать. И так родился проект, и к нам присоединились драконы из Татарстана, Башкортостана, Казахстана, а другие регионы сказали, что замечательно, мы с удовольствием покажем эту программу для наших детей, школьников, потому что то, что было собрано нами, не показывалось по телевидению, на большом экране. И получилась большая программа, более чем 5 часов. Спасибо большое Президентскому фонду культурных инициатив, который поддержал нашу инициативу с хедлайнером, как раз якутским фильмом. Проект уже стартовал в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, в Мурманске. И сейчас мы в Якутске, чтобы показать полностью программу. Она будет идти 2 дня, будет показана полностью вместе с театральными представлениями для детей, в которых будут участвовать и драконы, палеонтологи. Но я не буду раскрывать все, что у нас будет. И проходить будет в прекраснейшем месте. Надо сказать, что там расположена аллея Файзеля, Александра Файзеля. Он был героем нашего проекта, и скульптуры, которые мы там можем увидеть, они также снимались у меня в кино. А вот Сунтаврик, который выставлен в Урделе, он был сделан специально под премьеру фильма «Мой личный дракон». И Сунтаврик, его назвали зрители. У нас был конкурс на название, лучшее название вот этой фигуры, и выиграл Сунтаврик. Какая интересная программа, что очень заинтересует юных якутян. А что войдет в программу показов? 2 дня у нас будет идти киномарафон, мультмарафон. В основном это мультфильмы. Из якутской программы также включен мультфильм «Нюргун Ботур» стремительный. Это по эпосу Аланхо, но в основном это адаптированный эпос разных народов. И татарский, башкирский, казахский. Хотела бы отдельно выделить казахские мультфильмы, потому что действительно они были в прокате, показывались на большом экране. И, знаете, я сама плакала, когда смотрела этот казахский мультфильм, потому что он очень трогательный. Он умный и трогательный, да, то есть что бывает, наверное, редко. И это хорошо, что редко, есть с чем сравнивать.
А какие драконы в этих фильмах и какой посыл они несут детям? Драконы у нас разные. Злые, веселые, забавные, эпичные. Да, то есть, но основная идея этого проекта была та, что через эпос, через сказочных персонажей мы познаем культуру других народов. И что может быть популярнее, чем дракон? А ведь у каждого эпоса он есть, и он свой. Он может быть, чуть-чуть отличаться, но творит ли он зло, добро, да, то есть он очень похож на своих собратьев, которые обитают в округе. И поэтому мы постарались собрать всех драконов. И я могу сказать, что очень сильная программа, именно потому, что те студии, которые предоставили нам эти мультфильмы, они действительно старались отразить свою национальную идентичность. Именно по вот этим мультфильмам, по сказочным персонажам мы можем и проследить эпос, сравнить его с эпосом других народов. Поэтому основная идея нашего, конечно, помимо того, чтобы представить всю палитру мультфильмов о драконах, которые снимаются в национальных республиках, да, то есть это и поговорить о толерантности детской, да, то есть о других национальностях, о том, заинтересовать культурой, да, то есть начать диалог с детьми о разных эпосах, потому что об этом надо говорить с детства, да, то есть чтобы была сфера понимания. Заложен фундамент некий. Заложен фундамент изначально, поэтому у нас, конечно, детский проект, но в нем урок. Вот. И с другой стороны, да, конечно, это замечательная популяризация и наших фильмов, и якутского эпоса, где и родился этот проект на самом деле, да, и позвал всех остальных драконов. Спасибо вам большое за выделенное время. До свидания. До новых встреч! Напоминаю радиослушателям, что с нами была руководитель проекта, режиссер и продюсер киностудии «Увидеть море» Мила Кудряшова, с которой мы обсудили международный проект «Код дракона». Сегодня и завтра детей и их родителей организаторы приглашают на уникальную встречу с автором международного проекта и на показы фильмов. Тема дня. Открыто, доступно, подробно.